Ему было всего 44 года. Для творческого человека, который был на пике своей деятельности, это очень мало. Но сделать Юлай Максютов сумел за это короткое время очень много. Всю свою жизнь он посвятил журналистике, а именно освещению жизни жителей Зауралья. Причем делал это остро, предметно, сознанием дела. Будучи человеком принципиальным, Юлай Хурматович никогда не отказывался от своего мнения, поэтому неудивительно, что некоторые его публикации так и не вышли в свет. Как отметили присутствующие, Юлая Максютова также отличали его широкий кругозор и оптимистичный взгляд на жизнь. Неоднократно подчеркивался удивительный, богатый, сочный образный язык и умение автора несколькими простыми словами создать настоящий образ труженика, честного и трудолюбивого. Его манеру изложения, стиль совершенно отличный от стиля других наших писателей и публицистов. Одним словом, журналист от Бога, человек, который мог стать инженером, но техническую карьеру променял на сложную, порой даже неблагодарную работу корреспондента и нисколько об этом не жалел. В своих материалах Юлай Максютов поднимал самые злободневные темы, и зачастую таким образом ему удавалось разрешить те или иные проблемы. Именно в этом он видел свое предназначение. К сожалению, таких мастеров пера сегодня лишь единицы. Поэтому сборник Юлая Максютова, вышедший совместными силами его коллег и близких, состоящий из статей журналиста и воспоминаний его друзей, стал настоящим пособием как для начинающих, так и для опытных авторов. В целях увековечивания имени внештатного корреспондента республиканской молодежной газеты «Ешлек» и поддержания творческой активности молодых журналистов Баймакская центральная межпоселенческая библиотека учредила районную премию. Лауреатами в разные годы стали корреспонденты газеты «Сакмар» Гузель Исенгильдина, Айгуль Идельбаева, Атайсала Резида Усманова. На вечере прозвучало много теплых слов и светлых воспоминаний. Юлай Максютов достойно прожил свою жизнь. Его родным, друзьям и соотечественникам можно гордиться знакомством и дружбой с таким удивительным человеком. А молодому поколению и, конечно же, братья журналистов брать пример преданности и честного, самоотверженного служения своей стране и народу. Алина Полянская, Айгуль Хамитова, Дамир Хайбулин, телекомпания СТВ.